какой тут цапель огромный стоит. Красавец. Ну не знаю, сейчас как клюнет. Он ростом с тебя. Да, за жопу тебя как цап и съест. Глотка у него большая. Да, вот там выкакает тебя. Так, ну что, ребята. Наконец-то я собрал велосипед. Теперь у меня по всем законам моды это настоящий gravel байк. С этими колесиками, с этой резиной, с коричневым профилем. Настоящий gravel. Ну, просто так вышло, что я не специально стремился к гревелу. Я просто хотел найти для себя что-то новое. Ну, а гревел это, в принципе, идеально подходит, ну, по всем законам жанра. То есть ты можешь и по асфальту ездить, и по гравийным дорогам, по всяким пересеченным местностям. Поэтому гревел как бы логический исход. Мне нужно было к этому приходить. И руль такой же ставить баранкой. Вот, какие я чувствую изменения сейчас. Вот я поставил вот эту вот резину с шириной 47 миллиметров, то есть почти 5 сантиметров. Вот. До этого у меня стояло там 30 или сколько, 28 ширина. И чувствуется, конечно, накат стал послабее. Может, это так кажется, конечно, визуально, но все равно нет. Это уже ближе к гравию, чем к асфальту сейчас. Вот эта вот резина. Вот. Пришлось немножко поколхозить здесь, потому что, как сказать, подшипники, тут на промподшипниках теперь у меня. Я первый раз езжу на промподшипниках. Вот. До этого у меня были насыпные втулки, а теперь промподшипник. Промподшипник это вот закрытый. Мне пришлось их менять, потому что там диаметр под ось не подходил. Вот, поэтому пришлось поменять. Поэтому я так долго все это собирал. Ну ладно, это так, неинтересные муторные истории. Вот сейчас вроде прокатился, все нормально. Вот надо будет его поехать и в лес, испытать в лесу уже, чтобы все точно стоит, ничего не разбалтывается. Вот. Сразу же поменял кассету, цепь, потому что там уже был износ. Вот, и все. А тут также мой Чеп Travel велосипед. По-прежнему та же рама. Вот, но уже совершенно, конечно, он выглядит по-другому, нежели 10 лет назад. Красавчик. Все, теперь он готов к путешествиям. If I'm done, I am done. Like that, быстро? Я что? Давай зубы споласкивай. Вот. Что? Вот это. Вот это мое, я не хочу, чтобы мне кто-то. Дай ему. You like blue better than purple, huh? Ну, это. Так, ну что, по первым впечатлениям все офигенно. Вот, стала задница мягче теперь, потому что сзади у меня до этого стоял такой полушоссейный слик, узенький, жестковато было. По асфальту нормально, но жестко. А сейчас вообще нормально. Прям по кайфу, мне нравится. Ну, конечно, тяжелее стало немножко ехать по асфальту, потому что покрышка шире, но все равно это слик, широкий, но слик. Кайф. Так, ну что, я сейчас жду чувака. Чувак должен приехать за Volkswagen. Вот, он едет с Майами сейчас с пересадкой в Орландо на такси, короче, едет. То есть он планирует уже поехать домой к себе в Майами на этой машине. Вот, я согласился на 3000. Вот, но в том прикол, что он не знает,
про мелкие вот эти косяки, то что у меня вот это зеркало упало, я его не хочу клеить, короче, пусть он сам клеит, вот, ну и вот с потолком вот этот вот прикол, ну и то, что щелкает в печка, короче, чуть-чуть, там, первые 5 секунд на старте, но это херня, движок, коробка ездит нормально, все, я потому и согласился на 3000, как бы, это уже все входит в стоимость, как бы, вот эти косячки, которые есть. То есть я даже все в минус. То есть мне эта вся машина ушла в 4000. Вот, а я готов ее за 3 продать. То есть практически, ну, косарь, грубо говоря, она у меня в минус. Но это мой факап, потому что в следующий раз я буду знать, ну, вообще, скорее всего, в следующий раз я не буду уже брать Volkswagen, потому что слишком много нюансов, слишком много вот потенциальных косяков вот с двигателем, вот со всей этой херней. Это очень требовательная машина в этом плане, за ней постоянно нужно следить. А когда берешь с аукциона, там как бы они приходят уже усосанные машины, много чего менять надо. Вот, поэтому в следующий раз, ну, или по крайней мере брать, но не за такую цену. То есть за такую цену я брать не буду. То есть она мне с аукциона 3200 вышла. Вот, так что это мой лично факап, и я как бы готов за это заплатить. Да, в следующий раз я буду знать. Вот, сейчас приедет чувак, продадим машину, надеюсь. Ну, ему деваться некуда. Что, либо на такси обратно ехать, что ли. Что меня здесь удивляет, конечно, в этом Volkswagen, это такие маленькие зеркала. Я вот сейчас после Сонаты сел сюда, вообще такие маленькие лепесточки, обзорность вообще маленькая очень. И я вот после Volkswagen сел, соответственно, Сонату, я, вау, какие зеркала там большие, вообще малютки, то есть без этих вот расширителей, вот этих вот зеркал вот этих маленьких вообще невозможно, там обзорность очень маленькая. Вот. Но машина в целом нравится. Сама концепция, как я уже повторялся, концепция автомобиля мне прям заходит. У нее высокий клиренс, комфортная в меру, кожаные сиденья. Она мне подходит. Она маленькая по габаритам. Для путешествий классно. Но, говорю, минус это то, что она жрет премиум топлива. То есть ее обслуживание, вообще содержание машины выходит недешево. И по расходу, и по вот премиум бензину, и по всяким мелочам, косячкам, которые там одноразовым, вот этот вот пластик, который крошится под капотом. В общем, да, машина сама классная, ну ничего не скажу, мне нравится. Все, что нужно здесь, мне есть. Ну, надо попробовать что-нибудь новое, что. Такой сейчас перекупский инсайт, короче, я для себя открыл. Ну, вообще вот опытным путем. В общем, когда выставляешь объявление, если каких-то косяков не видно на фото, то это даже не стоит указывать. Потому что вот по опыту, вот я указываю, вот косяки, говорю, ну вот есть вот это, есть вот это. А люди просто начинают борзеть, короче, и предлагают тебе нереально низкую цену. Типа, ну кто у тебя ее еще возьмет? И там предлагают, там, 1800 один предлагал, там, 2000. Не, я понимаю, на шару, может быть, кто-то и будет и согласен продать автомобиль за эту цену, потому что кому-то срочно нужны деньги. Он, и пишет на шару, и вот так вот рассылает многим, давай, заберу за столько-то, и может, реально выпадает когда-нибудь. Ну, короче, никого, кроме вот этих ребят, которые готовы там за 1500 машину взять, по сути-то и нет. А другие люди, которые серьезные покупатели, они такие читают про эти косяки и думают, а может что-нибудь другое найду получше, там еще что-то начинается. Поэтому самая главная задача — это завлечь клиента, чтобы он уже приехал машину смотреть. А потом уже можно торговаться. То есть там он видит, ой, тут косяк, вот здесь косяк, и он уже будет, и уже тогда будет место для торга. А вот сразу писать вот про эти косяки, да, это, наверное, не очень хорошо, тогда, ну, надо все-таки указывать, чтобы не тратить ничего время. Нет, я понимаю, если коробка там не рабочая или двигатель стучит, это одно дело, а это надо указать. Но вот какие-то маленькие косяки, это уже лучше вот при встрече уже торговаться, когда придет покупатель, смотреть, что да как. Его главное завлечь. Завлечь, главное, человека, чтобы он пришел сюда, и тогда с ним уже можно решать вопросы. И вот я именно так сейчас и сделал. Я выставил этот Тигуан, написал, какие косяки в нем есть, и машина очень долго висела, ничего серьезного не было. А потом я удалил, короче,
удалил это объявление и сделал по-новому, уже без косяков, и вот писать сразу до хера начали. Так, ну что у нас тут? Поехал мой Volkswagen. В общем, я его продал за 1700 плюс вот эта вот машина. Honda Pilot 2008 года. Вот, состояние можете смотреть. В целом, как будто бы ничего. Ну, нормальное состояние для 2008 года. Вот. Конечно, немножко болеет. Вот, я уж что-то согласился, короче. Мне интересно стало. Он, конечно, работает не идеально. Далеко не идеально. Вот шумы. Вот. Шумит с помпы. Шумит с помпы, короче. С признаков у него, говорят, каждое утро заливает воду, короче, туда заливает. Вот. И она прям шумит, конечно. Серьезно. Но это ладно, помпу поменять можно. Вот. Я прокатился на этой машине, она едет как бы. Ну, никаких проблем. Коробка нормально едет. Все дела. То есть, в принципе, нормально, как будто бы. Избавиться вот от этого шума, и будет все нормально. Так, ребят, шум прекратился. Короче, надо было просто добавить гура, масло, гидроусилитель руля. Там был маленький уровень, короче, я долил, все, шумы перестали. Вот у меня как раз была трансмиссионная жидкость, остатки. Долил, сейчас нормально работает. И крутится нормально все. Но он говорит, там антифриз куда-то уходит. Вот это надо сейчас посмотреть, куда он уходит, где причина. Может, патрубок какой-то. Что-то там капает. Так, это с кондера капает, что ли? Ага. Кондиционер работает. Я включил, он нормально холодит. Ну вот что по салону, вот. Тоже проблема, ну как и в Тигуане была. Проблема с потолком. Он там вообще висит. Но это ладно, это херня. Главное, чтобы по технике все нормально было. Тут зеркальце он побито. Это тоже фигня, у меня все равно стоит видеорегистратор зеркала такое. Вот, поэтому мне пофиг на это. Машина для путешествий, мне кажется, самое то. Там 3 ряда сидений, то есть большое пространство здесь. Спать можно. Вот, сейчас привести в порядок техническую часть, я бы ее себе оставил. Да, и пробег 257 тысяч миль, короче, у нее. Вот, у нее сейчас, я сбросил ошибки, стоит сервис engine, сервис, короче, нужно сбросить там сервисный интервал. Вот, и показывает задняя левая дверь, что открыта, а она закрыта. Он мне говорил, что она там, с ней проблема, короче. Ну, это ладно, это мелочи тоже. Мелочи жизни. Вот. Блин, шум пропал, вообще офигенно. Вот это да, а то на начале, когда приехала, я такой, блин, что за шум? Я думаю, не дай бог там сейчас двигатели что-то, ну, не соглашусь на сделку. В целом нормально сейчас, пока все, ну... Отлично, 1700 плюс эта машина, как бы, можно сказать, что я даже отбил те деньги, которые вложил в Volkswagen. Мотор в целом ровно работает, без всяких, ну, не дрожит ничего, никаких лишних вибраций, как нужно. Со всяких роликов есть шумы вот здесь вот, с навесного, но сам двигатель вроде нормально работает. Масло из-под Хонды, конечно, вообще течет. Вон там видно. Ой, вот это вот сейчас вот накапало.
Блин, оно с прокладки, что ли, или что там? Непонятно. На самом деле, по-хорошему, с этой машиной самое лучшее, что можно сделать, это просто ее сейчас перепродать. Ничего вообще с ней не делать. Ну, там помыть, может быть, немножко. Вот просто взять и перепродать. Там 2000 с нее выручить, и вообще будет отлично. Вот, потому что, ну, нафиг она мне нужна. Я с аукциона гораздо лучше за такие деньги возьму машину. Старая. Ну да, вроде движок работает, там, обслужить просто ее. Но все равно тут подубитая все. Машина прям, ну, убитая. По салону. По всем вот этим моментам. Ну, сейчас, в общем, буду клеить потолок. Просто главное, чтобы вот он вот так не висел, не провисал. Держался хотя бы. Вот. И выложу как есть. Просто там, я не знаю, за 200, 2200 выложу, а там уже торг на месте как бы. Пусть люди приезжают, смотрят. Просто я не вижу смысла что-то в этой машине сделать. Ну, она пробег 260 тысяч миль. Такая подубитая по салону. Ну, конечно, имеет право на жизнь, но я могу с аукциона гораздо лучше найти. За такие же деньги. Вот, поэтому, ну, ничего не хочу вообще в ней делать. Ну, там масло капает. Вот эта вся фигня. Нахрен надо. Не стоит оно того. Выручить хоть какие-то бабки за нее нормально. Ну, не хоть какие-то. 1700 я бы уже доволен был бы. Фу, сегодня 5 октября. Я поехал в лес кататься. Лес сейчас мокрый после дождей. Дожди уже неделю идут, потому в связи с этими двумя ураганами, которые идут в океане, мимо нас, слава богу. Вот, и лес снова наполнился водой. Что-то такие болотистые леса. Вот, ну что сказать за велик. Колеса решают, конечно. Колеса решают. Широкие, толстые. И ехать одно удовольствие. По лесу комфортно очень. Да, они проигрывают по асфальту, но я специально их брал для вот таких дорожек. Асфальта сейчас в моих покатушках все меньше. Как-то не особо кайф ездить рядом с машинами. Ну, только если по велодорожкам всяким. А вот сейчас у нас лесов много. Я про это совсем как бы забыл, что можно посадить велик на машину, приехать и кататься спокойно по лесу, без всяких нервотрепок. Тут трейлов очень много. Ну, как трейлов, это просто дорожки. То есть это не специальные какие-то рекреационные пути. Просто просеки, можно сказать. Тут охотники ездят. Охотники. Ну, больше здесь никого нету. Грибы здесь никто не собирает. Да, едем дальше. Скоро закат уже. Так, сейчас делаю осмотр просто такой технический, визуальный. Вот смотрю, что там у машины. Вот. Смотрю, вот открыл крышку. Там, конечно, мотор грязный. Ну, такой нагара много всякого. По-моему, просто с прокладки давит. Здесь вот. Вот он его прям подтекает. Да, вон. Вон прям течет. В общем, я не знаю, ребята. Не знаю. Машина пока не продается. Ну, она всего лишь 2 дня пока висит на продаже. Ну, честно, не хочется мне ее продавать. Вот мне хочется ей заняться. У меня прям руки чешутся. Мне эту машину жалко. Она меня даже просит сама. Ну, там немного-то и делов на самом деле. Ее просто обслужить. Там вложить, я не знаю, долларов 200 там. В основном это на жидкости, поменять все. У нее даже, по-моему, антифриз перестал течь. Вот сейчас я прокатился, заправился чуть-чуть. Антифриз не уходит никуда. То есть она... Машина сама мне говорит: я буду тебе служить. Обслужи меня только вначале. Буду служить тебе. Вот. Мне тем более эта машина нравится. Ну да, ей просто она любви не видела. Любви, заботы.
Я даже не знаю, сколько хозяев у нее было. Можно пробить как-нибудь тоже по ВИН-номеру, посмотреть. Вот, у нее ошибки вылезли вот так же. Когда она ко мне в руки попала, я стер ошибки, а потом, вот сейчас прокатился, ошибки появились. И все ошибки по Misfire. По пропуске по всем цилиндрам, по всем 6. Скорее всего, 95% это просто надо поменять свечи. Я думаю, свечи здесь не меняли, естественно. 3 здесь, 3 с другой стороны. Вот, и будет все нормально. Антифриз я что-то, пока он никуда не уходит, я не вижу, куда он уходит. По крайней мере, уровень такой же вроде бы. Вроде все нормально. Хрен его знает, пока не понял. Но вроде ничего не капает снизу, кроме масла. Вот масло все капает вот тут. Вот. С маслом там разобраться, что откуда. Вот. Поэтому, вот не знаю, вот я вообще не про деньги, вот я вообще не про бизнес. Вот я что по душе, вот то и делаю, что по кайфу. Вот мне по кайфу вот разум говорит, нахер тебе это, да продай там, не знаю, за 1500 даже отдай, нафиг, пусть забирают. И все, за эти деньги можно с аукциона взять что-то нормально. Вот не знаю, вот прям влюбчивая какой-то, вот такая вот черта у меня. И неплохо, не хорошо, но вот хочется мне хочется вторую жизнь в автомобиль дарить. Мне вот это вот нравится. Я не про перекупство. Я не могу быть перекупом. Мне вот каждая машина нравится. Я просто как маленький мальчик. Мне интересна каждая новая машина для меня. Пусть она будет старая какая-то, но мне вот хочется. Просто вот эта машина с тех времен, когда автомобили еще делались на, так скажем, на 1 000 000 километров. Пусть будет так. Вот. Простой мотор, минимум электроники. И мне это нравится. Все простое. Тем более здесь знаменитое японское качество в плане надежности. Это Honda, старая Honda. Все ее хвалят. И довольно любят эти пилоты, вот эти пайлоты. Вот эти машины. Поэтому ее помыть красивенько, в салоне все убраться, как обычно я и делаю. Обслужить ее, я думаю, она будет служить и служить еще. Вот. Сейчас одну свечу попробовал открутить, посмотреть вообще, что там с ней. Посмотрел, не все так плохо, в принципе. Я думал, будет хуже, потому что пропуски по зажиганию. Теперь у меня вопросы. Из-за чего пропуски? Из-за свечей таких или из-за чего? Не так плохо выглядит, не выглядит прям вообще изношенно. Сейчас попробую другую, с другой стороны откручу, посмотрю тоже, чтобы убедиться уже. В любом случае их, конечно, менять надо, если я уж решу взяться за эту машину. Пока просто я думаю, не знаю еще. Я просто не хочу, чтобы была такая же ситуация, как с белым Фордом, фургоном, который я покупал. Пришла, все офигенно работает. Чуть-чуть покатался и отъехал задний ход. Я не хочу, чтобы такого уже было. Просто тот Форд надо было сразу продавать, не кататься по-хорошему. И можно было хорошие деньги с него заработать. Но имеем то, что имеем, ладно. Вот и вторая. Тоже, в принципе, в таком же состоянии. Не в идеальном, но они не грязные. Масла даже нету. Вообще офигеть. Круто. Да, вот наконец-то заметила, откуда вода течет, потому что она периодически то текла, то не текла, и вот видно, вон подтек на радиаторе. То есть все-таки радиатор надо будет менять. С такой резиной самое то по песку ездить, вообще кайф. Луна какая, кайф. Вода пришла сейчас. Вон до уровня досок уже. Даже дождь сейчас весь день идет. И плюс высокий прилив. Вон, такого еще не было в этом году. А вон. Это уже доски уже затопило там у соседа. Че, залезть тяжело, да, малыш? О, уже затопило здесь этот док. Еще вода должна подняться еще выше. Интересно, насколько она высоко поднимется. До края поднимется или нет.
Сейчас прям как во время урагана практически. Во время урагана он прям до края был. Вот водичка поднялась еще повыше, но уже начинает сходить. Вот так эвакуируется Эдака с корабля на бал. My butt. My... Ох. Чё себе она шатается, блин. Вот проплыла там, волны пустила, блин. Офигеть, тут шатается. Супчик варим. More. Okay, we need no more. Can you get some more? No, can you get some stick? Can you get one stick? And don't break it. Can you give me a stick? Kind of big one? No, just a skinny one, a small skinny. A small skinny. Сейчас на сонатке своей меняю щетки. Вот тут вообще убитые старые, кобзец. Вон вообще не терли ничего, только хуже делали. Ох, все-таки кайф. Уже второй день идет дождик. Сейчас на велике выехал покататься. Как люблю все-таки. Такое прям настроение осеннее сразу. Температура упала где-то до 20, до плюс 20. Вообще шикарно. У меня 999 и еще 9,9999% американцев, конечно, вообще не поймут, не понимают, как это можно вот так на велосипеде в дождь поехать, там по делам куда-то кататься просто, когда есть машина, даже две, блин. Ну вот такая вот она любовь к велосипеду, как бы. Это не измеряется там количеством машин, ее никак не вытравить. Она всегда есть, и в любую погоду ты готов поехать, кататься по делам, еще как-то. Люблю велосипед. Всегда буду любить. Всегда number one. One love. Сейчас по пляжу нормально не поездить, приливы большие. Высокие очень, вот это вся, это все эти водоросли, саргасы в честь Саргассового моря. Ну, Саргассово море в честь них и назвали. Они там в океане кружатся, и вот сезонно их выкидывает сюда на берег. Вот такие кучи огромные лежат. Ну, местами только вот так вот можно пока проехать. Сейчас еще прилив идет. Вот, а так там почти до бетонных блоков волны доходят. Наверное, неделю такая была ветреная, облачная, дождливая погода. Сейчас прям так хорошо. Сегодня с утра так свежо, где-то 19-20 градусов. Солнышко. Кайф. Такой легкий бриз. О! Фу, красота какая. И с утра на велосипеде так прокатиться вообще здорово. Все, ребят, поехала моя Honda. Не сбудутся мои влажные мечты по ее восстановлению, ремонту. Вот, приехали, купили там, короче, мать с сыном приехала, сын в аварию, короче, его машина сбила, врезалась в его машину, и тотал, короче, это случился. И вот им, видимо, поджопник нужен, они приехали, в общем, за 1600 я ее продал, 1800 выложил ее, вот, пофиг, они говорят, давай 15, я говорю, 16, давайте, нормально.
Так что буду брать тачку с аукциона скоро. Завтра, может быть, даже уже. Так что нормально. Какое-то облегчение хорошее, потому что я уже себе поставил, короче, такую эту планочку. Типа, если ее на эти выходные не продадут, я уже буду Hyundai готовить к продаже, короче, и буду его продавать, а этот восстанавливать, Hyundai, короче. Такие вот дела. О, hello. Собрали сколько, пупсики. Я еще мячик взяла, но я хочу, что ты. Не, я хочу. Сокровище. Но я хочу его. Oh, I know what I do. But you already have a lot of stuff. Ребятушки, я сегодня играл на аукционе и выиграл вот этот вот Escalade 2013 года. Вот 2013 года с пробегом 246 тысяч миль за $1350, вроде как, да. Выиграл, но он еще не мой, потому что должен быть approve от селлера. Вот будем ждать. Я как бы буду стоять на этой же цене, я повышать не буду ценник. То есть за эту же цену, сколько там я выиграл, до 1300. Ну, будем ждать. Но я его выиграл пока. У меня высшая ставка, так что подождем. Вот эту слонину, я даже не знаю, блин. У него V8, 6,2 литра. Офигеть, конечно. Flexible Fuel, это хорошо. Ну, вроде никаких повреждений нету. Run and Drive, вроде как написано. Вот такие вот дела, блин. Сидушки там рваные чуть-чуть. Не, короче, с Escalade мне отказали. Даже встречного оффера не кидали. Вот он уже опять в листинге. Вот уже buy it now можно за 2650. Recommended bid 4800. Такого я не видел, не было. Видимо, продавец такой посмотрел, что-то слишком дешево, короче. Переоценку сделал его. То есть он даже встречный оффер мне не кидал. Понял, наверное, что безнадежно. Ну и хрен с ним, честно. Мне не особо хочется Кадиллак вот этот. 8-цилиндровый. Он жрет как скотина там. Вот у него по паспорту я посмотрел. Расход по паспорту 13 миль на галлоне. 13 миль. Это в 2 раза больше, чем вот моя Соната сейчас едет. То есть там бенз просто заправляться надо будет, как не в себя, короче. Мне такая, я не люблю. Я все-таки экономичность люблю. Ну, в приоритете для меня сейчас. А вот этот роскошь и комфорт, ну, нахер надо. Говорю, таких динозавров я не сильно люблю. И с ним и в путешествие ездить, ну, извините меня, с таким расходом там не напасешься бенза просто в путешествии. Нахер надо. Катину машиночку здесь грузят. Грузят. Новая машина. И что? Давно случается? Аккумулятор там сдох, короче, оригинальный. Год ему всего. Короче, ну, не разрядился, а именно сдох. Должны поменять, скорее всего. А сейчас будет вечерний аукцион. Смотрю, ну, есть варианты, там несколько, немного. Тут даже Sprinter N Mercedes есть, я не знаю, попробую просто, что там получится. Вот, и я понимаю, что у меня вообще не профессиональный подход к делу, потому что я ищу машину для себя, вот, чтобы она мне нравилась. Вот все равно ищу для себя машину, не знаю, вот, чтобы на нее пересесть и Сонату продать, короче. Потому что, ну, мне нужна вот та самая идеальная машина, которая бы мне подходила и для путешествий, и вообще я бы в ней кайфовал.
Как бы пока это все, вот то, что у меня есть, это поджопники. Ну, поджопники. Как бы дешево и сердито, так скажем. Компромиссы. Вот. А хочется так, чтобы вот и для путешествий было классно, и расход у нее был небольшой. То есть вот все, что сочеталось, это вот, да, вот пространство, чтобы там можно было спать с детьми, троем лечь спокойно, и чтобы она была экономичная, не жрала много. Потому что, как бы, ну, большие машины, они все жрут много, и вот нужен компромисс такой вот находить. И вот я ищу, смотрю, пытаюсь найти, все равно ищу машину для себя. Короче, жесть. У меня снова началась эта сезонная аллергия. Она вот началась у меня только во Флориде. Здесь раньше я нормально жил. А сейчас вот опять весна, осень. И опять аллергия. Это ужас. У меня усилилась агрессия. Ну, вообще чувство жизни пропало абсолютно. Это капец так себя чувствовать. Я сегодня полдня проспал. Хотя вроде ночью спал нормально. А все равно чувствую себя разбитым, весь день сонливый такой. Я принял еще таблетку от аллергии, ну потому что невозможно, я чихаю просто как не в себя, блин, не из себя. Сейчас он вышел с детьми, катаемся здесь по территории нашего яхт-клуба Марины. Вот, так что аллергия — это ужас. Надо с Флориды валить отсюда, походу. Ну, мне все равно Флорида как бы не особо нравится. Сейчас хорошее время, конечно. Такая свежесть идет. Классно. Начинаю вот. Главное пережить это с мая по сентябрь, а с октября вот до мая, ну, по апрель, в принципе, хорошее, нормальное лето. Так, мы кататься поехали. Первый раз в лесу с детьми вот сейчас. О, 6 миль уже проехали, уже дождик начинается такой, ливень походу будет. А это мотоцикл тот же, едьте вдоль, едь вот так вдоль этой бровки. Ух, ливануло. Нормально. Все мокрые, до машины доехали нормально. Хорошо покатались, да? 6 миль проехали. Да. Да, потеряли звоночек. И дождик машина. А мне звоночек на велосипед не потерялся. Да. Я мальчик. А ну-ка. Видимо, то, что реальность таки
Ой, Костя, понимаешь? Теперь человеки, давайте домой. Человеки-то у нее. Чё? Видишь, человеки здесь. Я не хочу быть Ну, сейчас. здесь. Давай. О, чик-пук ты натуральный. Киса. Вкусная черничка. Папа. I think it's for this to this. О, сейчас, короче, спустя полгода зарегистрировал эту сонату в лифте. Ну, аналог Uber. Лифт. Вот, попробую поработать на лифте. Полгода не работал, наверное, вообще отвык, так не хочу вообще. Но надо немножко мне поработать. А то у меня деньги тратятся быстрее, чем я их зарабатываю на продаже машин. То есть продажа машин, она очень долго идет. Но объемы маленькие, что там, одну машину в месяц продал, уже как бы хорошо. Но все равно хочется сохранить те деньги, которые я зарабатываю с Uber, с лифта. Ну, как бы приумножать их. А вот свои потребности, чтобы закрыть свои потребности, свое жизнеобеспечение, надо немножко поработать, чтобы не тратить листе деньги. Потому что у меня вот тот банк, который есть для покупки машин, получается, я его проедаю просто. И настанет тот момент, когда у меня вообще не хватит денег купить автомобиль. Поэтому надо работать на лифте. Чуть-чуть, не каждый день, но вот чтобы заплатить за аренду. Ну, не за аренду, а за лодку, за стоянку здесь. Там на еду, там, ну, на всякие мелочи, короче. Там немного на самом деле, но все равно. Ну что, салам пурниде, ребятушки. Вот мне пришла машина, джип Патриот 2016 года. То есть это самая молодая моя машина теперь, после Volkswagen Tiguan. 16 года с пробегом практически 200 тысяч миль. Пришла вот только-только, я не снимал там на эвакуаторе. Его привезли. Вот, пришлось бегать за этим джамп-стартером. У нее дохлый аккумулятор. Сейчас он на зарядке стоит. Вот, заряжаю. Но, скорее всего, я думаю, его менять надо будет, потому что он старый, 22 года, января. Вот. В чем еще прикол, когда я из джамп-стартера заводил, машина завелась, все нормально, но потом глохла. И мигали лампочки, то есть освещение было не постоянное, ну, как будто ей не хватает напряжения. Из чего делаю вывод, что, скорее всего, дохлый генератор здесь. Вот. Пока больше ничего понять не мог, но она едет вроде нормально. Вот я проехался, там задний ход, все вроде как бы хорошо. Вот, но по мотору там чувствуется, что что-то надо делать по навесному оборудованию. Но это еще, ладно, это все впереди. Пока сделаем осмотр такой небольшой. Почему я ее взял? Почем я ее взял? Взял этот джип за... Цена аукциона 1350. Я ее взял buy it now. Я на нее не играл. Просто там можно buy it now купить. Я ее взял. И, ну, я посчитал, это адекватная цена за эту машину. Вот, я ее взял. Со всеми сборами, с доставкой у меня вышло 2850. В целом это неплохая цена за такой год. Пробег, да, не маленький, но все равно можно что-то заработать. Вопрос в том, сколько она мне обойдется.
Я, как и обычно со всеми машинами, я ее хочу себе оставить. Я ее взял для путешествий. Тут рейлинги вот эти вот есть. В ней можно спать. Вот. Она, конечно, не такая большая машина. В принципе, она по размерам такая же, как Тигуан. А как я уже повторялся, Тигуан в целом мне по своей философии, мне машина понравилась. Она небольшая, высокая, высокий клиренс, проходимая. Это то же самое. У нее габариты практически идентичны Тигуану. Клиренс чуть-чуть повыше. Длина, ширина, высота практически одинаково все. Только отличие, здесь полный привод есть. У нее там вон вал идет, редуктор. У нее полный привод. То есть, по-моему, джипов вообще нету. А, нет, были джипы и переднеприводные раньше, да. То есть это 4х4. Подключаемый привод. То есть это экономно довольно. Включаешь полный привод, задний привод. Ну, полный привод можно включать, когда тебе нужно. Это классно. Вот. Название, конечно, Патриот мне не очень нравится. Ну, не люблю я патриотов, что тут скажешь. Ну, хер с ним. Машина максимально простая. Она мне, честно, напоминает Ниву или УАЗик. Вот не знаю, вот напоминает. Она очень простая. Это, наверное, самый дешевый джип в линейке вообще. В бренде джип самый доступный. Она производилась, джип Патриот производился до 2000, там, по-моему, 17 года. Вот, и она вообще там почти 10 лет там производилась. Практически без всяких доработок. Что касается мотора, то здесь знакомый уже мне мотор 2,4 литра на Dodge Journey. У меня было 2 Dodge Journey, там точно такой же мотор. Вполне надежный, беспроблемный. Вот. Только единственное, на Dodge Journey этот мотор, его вообще не хватало. Машина довольно тяжелая, и этого мотора не хватало там. А вот эта машина легче на 400, я уже все сравнил, посмотрел, на 400 килограмм легче, чем Dodge Journey. Поэтому этого мотора здесь должно хватать. А коробка здесь ровно такая же, как вот на этой Сонате. Хёндовская коробка здесь. И это очень хорошо, потому что вот эта хёндовская коробка мне очень нравится. Она очень плавная, классная, вот, и понятная. То есть все знакомое, я поэтому эту машину и взял. Вначале, вот как я брал это на аукционе, эта машина мне там неделю назад, я ее приметил, смотрю, думаю, дай-ка я загуглю, что у нее там по технике. Написано CVT, короче, вариатор. Я такой, ой, нет, сразу, понятно. И отбросил этот вариант, короче. Я думаю, вот почему так дешево. А потом, спустя неделю, я такой, мне опять этот вариант попался, я такой, думаю, вариатор, смотрю, у нее 4х4, полный привод. У меня что-то не сходится. Я думаю, как может быть полный привод на вариаторе? Я могу ошибаться, конечно, может и есть на вариаторе полный привод, но у меня как-то не сходится. Эта коробка слишком нежная там для всяких каких-то оффроудных тем. Поэтому я думаю, нет, не может быть, что там вариатор. Загуглил, реально, там вариатор до 2013 года ставился. Не знаю, на полный привод, наверное, только на переднеприводные версии. Вот, и да, загуглил, там 6-ступенчатый автомат. Или 5, не, по-моему, 6. Там на Сонате 6-ступенчатый, значит, здесь тоже. Вот, и я думаю, блин, надо брать, значит, хороший вариант. Вот, собственно, я ее и взял. Но, говорю, выводы пока по технике делать рано, потому что сейчас вот, ну, я ее еще не затестил нормально. То есть она завелась, поехала, ездит. Но, говорю, первые пока, какие у меня подозрения, это на генератор. Потому что он, мне кажется, не выдает напряжения постоянного. Постоянно скачет что-то. Резина, кстати, по состоянию. Резина практически новая. Ну, такая не стертая. Я посмотрел, она 23-го года. Ну, и мало на ней ездили. Вот, машину обслуживали, судя по последней наклейке. Здесь и меняли масло буквально 14 октября. Сегодня 23 октября. То есть, короче, неделю назад масло меняли. То есть, эту масло меняли, а машина попала на аукцион 15-го. Уже 15 октября. У меня есть даты там. То есть, что случилось, я не знаю почему. Масло поменял. Вот, но когда мотор заводился, честно, мне не понравился звук мотора немножко. Он как-то шумновато работал. Может быть, на холодную просто.
Ну, короче, как-то немножко меня это смутило. Как будто там какое-то биение, что ли. Ну, не то, что биение, но какой-то шум. Я хрен его знает. В общем, надеюсь, тьфу-тьфу, все нормально будет. Может, мне просто показалось, и на холодную он такой шумный. Не знаю. Посмотрим. Просто странно, вот неделю назад масло поменяли. Ну, это хорошо. Значит, этим озадачивался хозяин. Внутри грязно, какое-то сено возили. Что-то коз, как будто здесь коз возили. Внутри докатка с домкратом. Ну, нормально, нормально, уже хорошо. Уже хорошо. Машинка, говорю, прикольная, она мне УАЗ напоминает. А полный привод, это первая моя полноприводная машина будет. И я говорю, я любую машину сейчас готовлю для путешествий, чтобы можно было на ней ездить. Как вы видели по видео, я ездил по всяким пескам, и мне хочется увереннее себя чувствовать по таким дорогам, потому что я хочу больше по таким дорогам ездить. И еще классно, здесь есть фаркоптик. Вот это вообще круто. Фаркоп есть. Это очень важная тема, потому что я хочу возить велосипеды. Велосипеды буду возить. И мне фаркоп нужен был. Фаркоп уже доустанавливали здесь. По-моему, да. Потому что... А хотя хрен, может заводской. Понять не могу. Надо снять вот этот кожух, смотреть. Может из завода. Но фаркоп это вообще очень большой плюс. Не, говорю, она мне Нива или УАЗ. Очень напоминает. То есть американский... Давайте будет американский УАЗик. Можно ее так назвать. По салону, конечно, машинка после Сонаты прям маленькая. Габаритики у нее маленькие. Соната там большая, просторная. Вот здесь ручник такой прям. Подлокотник регулируется вперед-назад, здесь нормально. А вот здесь как раз полный привод можно включать. Очень похоже на Dodge Journey. Вот эти кнопочки от Dodge Journey, по сути. Ну, это что, один концерн, Chrysler. Jeep принадлежит и Dodge, и Jeep, Chrysler, соответственно. Там еще какие-то модели, марки. Я уж даже не знаю. Вот. Здесь паспорт лежит. Ну, это книжки всякие. Вон, видите, как такой military style здесь. Ну, машина вот для этого и заточена, и называется Патриот. То есть такая, как армейский УАЗик какой-то больше. На это смахивает. Вот. Не знаю, прикольная машинка. Прикольная. Такая вообще. Джип. Ну, джип все-таки же, что поделать. Панель приборов такая вообще, ну, прям... После Hyundai садишься, это какой... Ну, реально, вот УАЗик. УАЗик вообще. Такой... Все такое топорное какое-то, ну, примитивное. Ну, в этом есть прикол, конечно. В этом и есть прикол. Главное, чтобы мотор и коробка, они здесь надежные. Вот в этом, это самое главное. Так, ну что, вот 4 часа утра, аккумулятор зарядился. Вот. Зарядился, поставил. Сейчас буду заводить машину. И посмотрим. Если приборка мерцает, значит проблема с генератором. Ой-ой. Ой, как она плохо завелась. Мотор как подколбашивает чуть-чуть. Троит, что ли? Да, двигатель троит прям. Выхлоп вот. Делает. Троит двигатель. Надо будет разбираться с этим. Вот, слышно, наверное. Не знаю, заметно на камеру это или нет, но фары все равно моргают. Чувствуется, что напряжение скачет. Есть такое, да. Просто пока аккумулятор заряженный, хорошо, он питает, видимо. Но мигание оно есть. Да, и, короче, проверил по
ошибкам подключился к машине и показывает ошибки по цилиндру одному. Так что по-любому там, наверное, эти нужно менять. Свечи.